Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Всем привет! У нас сегодня очередная контрольная игра. У нас это у футболистов из проекта «Реальный футбол». И к нам в Уфу, гостеприимный город Республики Башкортостан, пожаловали футболисты из города Давлеканово. В состав этой команды входят сотрудники администрации, простые рабочие, просто любители футбола из Давлеканово. Говорят, команды хорошие, они, конечно, признаются, что давненько не играли. Но мы знаем вот эти футбольные хитрости. Я думаю, что битва будет максимально серьезной. Пожелаем удачи и нашим, и вашим давлекановцы. Реальный футбол расширяет границы. Давай. Один из героев проекта специально организовал товарищескую встречу в надежде реанимировать футбол в своем городе. Тащи! Давай! Побеждает сильнейший. Анализ игры сразу на месте. Принимайте мяч, вы примите, не надо его выбивать сразу. Принял, посмотри. Тимбилдинг со спортивным психологом. Клянусь, никогда не опаздываю. Ловим! Пора взяться за ламбаду. На тренировку как на праздник. Мы все гадали, когда сдуются наши участники, когда перестанут ходить, но таковых единицы. Большинство продолжает исправно посещать занятия, откладывать свои рабочие дела, приезжать из своих городов и районов, чтобы снова сыграть двусторонку или товарищеский матч, а потом получить свой суперсет на десерт. Один из них Максим Степанов, участник из Давлеканова. Не пропускает ни одной игры. Именно он и предложил один из матчей сыграть со сборной из своего родного города. Максим Степанов – предприниматель, обладатель самого первого Суперкубка Республики по футболу 2005 года, серебряный призер чемпионата Башкортостана. Верит, что сыновья продолжат семейные традиции в футболе. Каждый день расписан по минутам. Важно вовремя успеть на торги, просчитать борьбу на рынке, позаботиться и о семье. Вместе с женой Галиной он воспитывает сыновей Дмитрия и Арсения. Шапку не одевай, там тепло. Не застегивай, пошли, не застегивай, пойдем. Неуступчивый, целеустремленный и очень трудолюбивый Максим Степанов – уроженец Давлекановского района. В футболе с самого детства пошел по стопам отца. Уже в 14 лет играл вместе со взрослыми и старался не уступать. Максим испокон, еще из пеленок стал любить футбол, потому что у него в семье отец привил эту любовь к футболу. До сих пор ему уже за 50, а он до сих пор ходит каждую неделю на тренировки 3 раза в неделю. Это футбол и волейбол. Если честно, мне сначала дико не нравилось. Я приезжал на поле, отец с мужиками там играли. Я сидел, думал, когда же уеду домой. Это было, наверное, года 2 так продолжалось, лет 9-10. Я полюбил футбол, и с тех пор уже, можно сказать, помешался на футболе. Давай, беги. Не ускоряйся, просто беги. Разминайся и давай до меня. О профессиональном футболе уже не думает, но на любительском уровне Максиму Степанову рады практически в любой команде. За свою карьеру он поиграл с разными людьми, в том числе и с бывшим главным тренером футбольного Уфы Сергеем Тамаровым. 4-5 год. У нас в Давлеканово была очень крепкая команда. У нас играл, Сергей Тамаров. В то время он был молодой перспективный форвард, не как сейчас уже зрелый тренер. Он у нас здесь был. Начинал тоже у нас, грубо говоря, не очень известным. И, можно сказать, себе имя неплохое, наверное, сделал. Забивал много голов. Потом ушел на повышение. Он уехал во вторую лигу. В то время была, если сказать, была команда то ли Нефтянь, то ли Гастелло. Но я ее точно не помню. Он уже ушел туда, потом стал играть в мини-футбол. Футболом увлечена вся семья. Старший Арсений тренируется с отцом в местном комплексе. А уж участие в проекте «Реальный футбол» воодушевило всю семью. Мне впечатления понравились, как он занимался. Потом я тоже захотел побыть в хоккее еще раз. Мы, честно говоря, обалдели, даже если таким языком сказать. Мы, конечно, все радовались. Мы очень волновались, чтобы он прошел отбор. Когда его выбрали, тоже была радость. Арсений скакал. Я тоже скакала от радости. На каждую тренировку Максиму Степанову приходится ездить в Уфу из Давлеканова. Почти 300 километров несколько раз в неделю. И все ради футбола. Впечатление было у меня первое, это была физическая усталость, потому что до этого я, наверное, месяц-полтора не занимался спортом. И тут первая тренировка нас Евгений Николаевич неплохо, так скажем, прокачал. И у меня там даже до эмоций, если честно, особо не было думать об эмоциях, я реально устал. А после уже, наверное, на следующий день, когда я это все начал переваривать, конечно, я был рад поучаствовать.
Плюс, опять же, как говоришь, реально тренер, который много где кого тренировал. Супруга поддерживает Максима не от безысходности, она проявляет такую женскую мудрость, которую неплохо бы усвоить другим женам. Чтобы не было депрессии, не было истерик, не было скандалов в семье, нужно постоянно заниматься, чем-то заниматься. Должно быть увлечение, хобби. Тогда просто-напросто не остается времени на глупости. И чтобы не осталось времени на глупости и у участников проекта «Реальный футбол», Максим Степанов предложил организовать товарищеский матч со сборной Давлеканова. Команда существует с советских времен. В былые времена славилась на всю республику. В 2005 году выиграли Суперкубок, в 2006 заняли второе место на чемпионате Башкортостана. А в 2016 стали третьими среди сельских команд. Но последний год давлекановцы в республиканских чемпионатах участия не принимали. Ну, в двух словах, что представляет себя ваша команда? У вас здесь сотрудники администрации Давлеканова, правильно? Да, здесь кто еще? Ну, вот у нас Артур Маратович, да, главный специалист по физической культуре. Артур Иванович, идите сюда, что вы же лицо спорта города Давлеканова. Да, Так, да, вы, да. Вы отвечаете за спорт, а вы Да, за я за молодежную политику. спорт и молодежную политику? Нет, он за спорт, я за молодежную политику в районе. То есть вы как Министерство молодежной политики и спорта Республики Да, Башкортостан? да, да, Только да. Давлеканов. Да. Ну а команду как собирали? Как часто вообще играете? Ну, вообще, то есть команда у нас довольно-таки давно сформирована. А команда реального футбола недавно. Но это не мешает участникам проекта играть с соперниками даже с такой серьезной историей. На поле вышел основной состав. Надо понимать, что он все-таки у нас есть. В воротах Оскар Шангареев, в защите Марлен Абкаримов и Александр Трегубов, полузащитники Антон Саранцев, Юрий Елитов, Максим Степанов. Эмиля Акзамова перевели в нападение. Ему составили компанию в нападении Наиль Юлгильдин и Руслан Зулкарнаев. Давай. Юра, остановись, Юра, остановись. Хорош, Руслан, тащи. Ну, ударки. Давай. Гол прокомментируйте. Очень быстрая атака. Использовали пространство за спиной соперника и скорость Руслана Зулкарнаева. В порядке, хорошо исполнил. Да, исполнительское мастерство было на хорошем уровне. С умением играть в футбол рождаются или все это появляется? И натренировать тоже можно. Но что-то не у всех получается. Ну, надо больше тренироваться кому-то. Кто-то с легкостью это все принимает. Сыграйте немножко покороче, компактнее, блин. В два передачи принял, отдал. Не делайте вот эти выходы. Потом меня играйте просто толчком и все. С игроком играйте. Смотрите, какая компактность у нашей команды. Вы видите, перемещаемся в зависимости от местонахождения мяча, которым владеет соперник, мы перекрываем направление к воротам. Здорово, ребята, меняют позиции. Располагаются близко друг к другу. Игроки в линиях и между игроками разных линий тоже расстояния сокращены. И это дает возможность применять коллективный отбор на постоянной основе. Когда мы играем, вообще для нас нет нет отличия в командах. Не, ну вот эта команда наша, она хорошая? Ну конечно, несомненно. Почему у нас капитан какой-то странный чувак, я не понимаю? У нас замечательный, креативный, веселый парень. Рожки, наверное, да, стоит, нет? Ну, что-то типа этого. Слушай, ну ты там момент, конечно, пустила. Да. Почему не ударила? Получилось. Я, конечно, понимаю, что ты тяжело дышишь, поэтому не ударила. Да, скорее всего. Ты чего сегодня, да? Карин ногу потянула. Ногу потянула? Ну, тебе комфортно, нормально?
Ну, с ней было бы комфортнее. А в целом, кто сейчас вот, в составе нашей команды, ну, такой ярко выраженный игровой лидер? Игровой лидер? Я бы сказал, игровая лидерша, наверное. Это Кристина. Вот вы заметили, она пришла, и мы вторую игру выигрываем. Это талисман. То есть она заряжает команду, дает эмоции. И вот результат налицо. Но на самом деле... На самом деле... Наиль забил. Наиль? Первый, наконец. Александр у нас сегодня открыл себя как форварда. У нас готовится сейчас замена. Сашка, Титан. Сань, давай с пылу жару, как себя чувствуешь? Нападение просто жесть. Ну тебе где проще играть? Внизу, потому что я все равно столько бегать не могу. У меня стартовая скорость не такая. Слушай, ну ты там вышел 1 на 1 с голкипером, чего не хватило? Ты как-то постеснялся, что ли, в мяч сыграть? Да я его хотел обвести, он понял это. И сразу корпус поставил. А ты, чтобы не убить человека, на решил? полшага впереди был, да. Я бы мог его, в принципе, завалить, но зачем? И так выигрываем, комфортное преимущество. Ну зачем валить мэра Давлеканова, да? Ну, действительно. У тебя столько возможностей было, как всегда, и ты только 1 забил. Почему? Потому что я хотел сначала всегда отдавать передачи. Ну ты же нападающий. Потом я понял, что у меня передача что-то не очень получается. И вот в этот раз, когда я мяч получил, я сначала думаю, вон бежат нападающие, я думаю, им отдам. Потом думаю, ладно, криво получится, лучше пойду сам я забью. И пошел и забил. Да. Наиль Раисович, вы же сегодня отвечаете как бы за нападение по команде Евгения Николаевича. Ну, счет 6-1. Счет 6-1. 6 забили, 1 пропустили. За оборону отвечает Денис Витальевич. Как бы сегодня нападение играет лучше, чем защита. Согласен. В целом, как наше атакующее действие? Ну, результат сам за себя говорит. Смотрите. Вот. Второй еще. Денис Витальевич, а что у нас с обороной, Денис Витальевич? Исполнители хромают. Так. Кто персонально хромает? Виталий. Сейчас ты узнаешь об этом. Как тебе в целом сегодняшняя игра? В прошлый раз вы тоже победили. Уже появляется какая-то основа команды и вообще команда в принципе? Ну, да. Уже взаимопонимание побольше стало. Сегодня соперник посильнее. Посильнее предыдущего? Да, борются хорошо они и атакуют тоже. Тимбилдинг со спортивным психологом. Клянусь, никогда не опаздывать. Ловим! Пора взяться за ламбаду. По словам Евгения Перевертайла, костяк команды определился. Наверняка здесь играет роль не только физподготовка, но и желание. Здравствуйте, меня зовут Оскар. Я здесь, потому что я люблю футбол. К примеру, не все пришли на тимбилдинг со спортивным психологом, а это один из ключевых моментов. Айдар Муртазин опоздал на занятия, Оксана предлагает свое решение вопроса. Айдар, вот этот эшафот, видите, да? Вы встаете на этот эшафот спиной к команде. Айдар говорит, клянусь больше никогда не опаздывать, и падает на руки. Говорит громко, чтобы... Говорит четко, громко, внятно и понятно, чтобы люди поняли, что это правда. Клянусь никогда не опаздывать. Клянусь никогда не опаздывать. Ловим. Молодцы, хорошо. Слушай, ты сегодня опоздал вместе с Марленом, своим корешем постоянным. И затем тебя подвергли вот этому испытанию, когда нужно было не глядя упасть. Было волнение, что тебя не удержат, что тебя не поймают? Да нет, волнения не было. Я знал, что команда поддержит и поймает. Так совпало, что на занятия со спортивным психологом пришелся день рождения участника проекта, к которому не остается равнодушным никто. Ни тренерский штаб, ни игроки. У нас сегодня у товарища, у нашего сына полка юбилей. 20 лет.
Ему свойственно все, что свойственно 20-летним мужчинам. Отсутствие мозгов, здоровье богатырское, конское, я подчеркиваю, конское, и амбиции, которых вот так вот. И за это мы Сашку и любим. Давайте с днем рождения, Саня! Все, его можно подергать за уши и так далее. Нет, я прошу его достать печеньку с предсказанием. И там написано: мы все умрем. Ее потом съем, да? Не-не-не, обратно. Есть, конечно, предсказание. Ее надо открыть. Я не ем вообще. Он сейчас все съест. О. Предсказание съел. Денег будет немерено, и не фальшивых, а проверенных. Спасибо, ребята. Мне очень приятно. Это занятие со спортивным психологом нужно прежде всего для объединения, и все мы понимаем, что в мастерстве и физической подготовке любители явно уступают футболистам Уфы. Но, может быть, есть внутренние источники, которые помогут ребятам дать бой? Одно из первых упражнений – проверка на прочность. Нужно удержаться всей команде. Я первый лег просто. Получилось? Все? Да. Только у кого-то голова не на коленях. Я по одному мячу у вас забираю. Ваша задача – сохранить этот паровоз. Держимся. Первый тайм только закончился. Держимся. Что, мячи не у всех забрали? Так, считаем до 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ощущение первое, вот когда у Марлены забрали мяч, я почувствовал тяжесть. Но я понял, что когда у меня забрали мяч, большую тяжесть почувствовал Ильгиз. Еще одно упражнение на объединение команды – удержать карандаш с помощью партнеров. Хорошо, держим. Делаем шаг назад. Вот с точки зрения лично тебя, ты понимаешь, что вот эта встреча реально полезна? Или что если бы ее не было, то в принципе ничего не изменилось бы? Ну, она полезна. Она в первую очередь полезна для команды и для нас в целом. Потому что я считаю, что такие встречи, они объединяют команду и как бы они дают более такое какое-то развернутое понимание того, что мы одна команда, нам нужно, и она определяет наши цели, над чем мы должны работать все вместе. Кажется, все просто, но при таком положении сделать шаг назад или влево, вправо очень сложно, тем более с закрытыми глазами. Вы на поле сможете корректировать действия друг друга? Конечно. Это как? Подсказывает. Оскар подсказывает постоянно. Оскар подсказывает постоянно, стоя в воротах. Сам отвлекаешь. Вы можете быть в такой позиции, что его просто не услышите. Может быть такое? Хотя вы не верите, что вы приблизитесь к воротам соперника, конечно, насколько я поняла, да, в начале беседы. Конечно, физподготовка. Поэтому сейчас мы делаем все действия молча. Вот подобные встречи со спортивным психологом, они что делают для команды, для тебя персонально? Вообще очень круто. Вообще такие встречи нужны, и ребята пообщались не только на футбольном поле, а вот такой более-менее неформальной обстановке, повеселились. И такие встречи нужны, потому что нам еще на поле нужно будет взаимодействовать. И опять-таки, если ты не знаешь своих партнеров, не знаешь, как к ним обратиться с повышенным тоном, неповышенным, как они будут реагировать, примерно здесь уже становится понятно. А это ламбада с футбольными мячами. Участникам проекта нужно удерживать мячи между собой, естественно, без помощи рук. Руки! Руки! И пошли по кругу! Живенько! Бразильская ламбада! Чем мы не команда Бразилии? Ты сейчас понимаешь, что вот эти парни, они становятся твоими друзьями? Или пока вот вы собираетесь вместе, тренируетесь, но не более? Ну, не сказать, чтобы друзьями, но единым коллективом, с которым мы придерживаемся единой цели, чтобы добиться определенных целей. Бесячие есть?
Но я бы не сказал, мы не так часто видимся. Но, если бы... Марлен, да, я согласен с тобой. Есть какая-то червоточина. Да не, мне Марлен нравится. Тебе нет. Ладно, спасибо. Занятие продолжилось диалогом, в котором возникли споры. Участники проекта не всегда соглашались со спортивным психологом, но в любом случае встреча получилась полезной. Как минимум, неплохо провели время вне футбольного поля. Очень разношерстная публика на самом деле. Среди них есть ребята, которые бы могли, мне кажется, с точки зрения психологии, с точки зрения спортивного характера, могли бы стать успешными спортсменами-профессионалами. Есть ребята, которые действительно разряжают атмосферу, обстановку. Просто так поржать, да? Просто поржать. Да, можно и так сказать. Когда будет игра между нашими парнями и ФК Уфа, вы за кого будете переживать? Я, конечно, за наших. Наши, я имею в виду, наши. Вот так реалисты уже стали нашими. Не только для уфимцев, благодаря тем участникам, которые приезжают на проект из разных уголков республики. Руслан Зулкарнаев переполошил Хайбулинский район. За Максима Степанова болеет весь город Давлеканово. На Наиля Юлгильдина особая надежда возлагает Делаирский район. Юрий Елитов ждет поддержки от Мишкинского района. Готовимся к финальному поединку с Уфой. Мы, ребят, готовим. Надеюсь, районы не подкачают с поддержкой своих игроков. Смотрите в следующей серии. Становись, равняйся, смирно. Пойдем. Взрослые против детей. Реальный футбол или уличный красава? Днем учат, вечером играет. Учитель физкультуры из Благовещенского района даже из больницы приезжал на тренировки. Я очень рад участвовать в проекте «Реальный футбол». Это очередная возможность развиться как футболист и как человек, в принципе. И гонка для героев. Это я еще ноги не подключил. Испытания на воде, земле и в воздухе. Олеся! Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.